Дорогие друзья, сейчас на дворе начало августа, и посмотрите, какие прекрасные цветы, называются они шафраны. Вот эта вся грядка посвящена шафранам. Шафраны – это очень такой экзотический цветок, но уже для нас это не экзотика. А ведь, на минуточку, мы живем в Якутске, это самое холодное место на планете. А шафраны у нас цветут, но для этого нужно, конечно, приложить некие усилия, естественно. И сегодня о том, как ухаживать за шафранами, как их сажать, а главное добиться вот такого прекрасного вот цветения этого замечательного цветка, мы сегодня поговорим с нашим героем, с Василием Матвеевичем. Василий Матвеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите про эти шафраны. Вы их покупали семенами или, может быть, вы там с кем-то договорились, вам прислали эти семена? Совершенно разного вида. Они такие и пушистенькие, и вот такого вот вида, да, и совершенно, ну, такой вот прямо разноцветие. Ой, спасибо, это малинка. Мы, значит, берем растения, ну, потому что супруга является, значит, вот членом общества, значит, садоводов-любителей, вот. И мы в дачнике, у нее карта, мы все покупаем это в дачнике. Все эти, значит, вот семена. Наша квартира превращается В оранжерею. в оранжерею. Это не в оранжерею. У нас более 300 до 500 получается стаканчиков рассады. С ума Это сойти. все у нас терраса, балкон сделал его сам по себе. Это все подоконники, все то, что в доме, Все на пространство, чем можно, да. значит, стоять, все это стоит. В общем, буйство Да. и царство цветов начинается Вот у вас вот примерно с какого месяца? С марта? Ну, мы с февраля месяца февраля. начинаем садить перец, начинаем садить помидоры где-то числа 15, ну, по погоде, как это самое, да, вот. И потом пошли цветы. И вот это все, конечно, если бы я не помогал супруге вот наполнять эти стаканчики, то для нее было бы это, конечно, это любитель, но это была бы каторга. Это, представьте, такой колоссальный труд. Это же надо каждый Конечно. стаканчик его перемешать и вот, значит, наполнить. Покупаем, значит, землю тоже и... Земля цветочная, да? Да, покупаем, значит, там же, значит, в этом же, мы все в дачнике. Или по Горького, или вот в порту, значит, по Объездной-то. Скажите, а вот этот шафран, да? Мы же про шафран говорим. Да-да. Примерно в какое время вы его начинаете высаживать, семенами высеиваете? Как, прям в стаканчике или где-то вначале на какой-то Нет, влажной тряпочке? сначала, значит, в общем этом, а потом я начинаю их, значит, пикировать и уже пересаживаю каждой отдельности уже в этом. Свой Сначала в конкретный, лоточек, да. Да. А вначале вы просто сеете, Да, прям да, вот, да. что взошло, что крепенькое такое, вот Да, я сразу естественный потом отбор. пересаживаю И вы его, и сразу всё, да. начинаете пересаживать. Ну, То есть, тьфу-тьфу, да. да, берите на вооружение. Примерно сколько вы высаживаете, ну, получается у вас, допустим, шафрана, вот сколько у вас тут стаканчиков, ну, скажем так, когда они были малышами совсем? Ну, вот здесь, ну, вот шафранов самих... Ну, штук 100, наверное, Да, 100, точно. где-то 100 с лишним, потому что С это... ума сойти. Да. Да, представляете, это какой труд все-таки, да? Высаживаете примерно в феврале, получается, Ну, да? значит, ближе уже к марту, потом по-разному, потому что по периоду, по погоде еще можно смотреть, как, значит, общая погода. Так, до того, как вы высаживаете их уже в грунт, у себя на даче, уже на постоянное, так сказать, место жительства этих замечательных цветов, какого размера они вырастают у вас, вот начиная с, ну, с марта? Ну, знаете, по-разному, где-то Сантиметров? сантиметров 8. 8, да? Да, я их начинаю пересаживать. А потом они где-то сантиметров 12, 13, 15, и уже как раз мы подходим для того, чтобы уже их сюда высаживать, в общем-то, в грунт. А до этого вы у себя на балконе их там как-то немножечко проветриваете, там как-то, ну, скажем Да, так, закаливаете? Конечно. Все-таки у нас, извините меня, Ну, у мы меня, живем на видите, у вечной меня, мерзлоте. Я балкон сделал, значит, у нас
условно теплый, как значит, от кухни, значит, он не отапливаем специально, но с кухни я его утеплил и стены, и потолок, он как терраса получается, и поэтому для рассады изумительная. Там вот он и сам весь в цветах у нас, и весущие цветы разные есть, поэтому он превращается там в маленькую оранжерею. Ну все, и то есть, подоконники, весь дом. Поэтому... А сюда уже вот в грунт вы высаживаете примерно в какое время? Ну вот уже как, получается, значит... В июне? В июне, да. В июне, когда земля прогреется, да? Вот бывает, да? потому что раньше, помните, тепло было уже в конце мая, Да. а в этом году как-то так. Вот где-то в июне, в начале, да. А вы не боитесь заморозков там, или вы как-то их накрываете? Есть у меня утепляете? специально... Потому что, дорогие друзья, у нас все-таки в начале июня, как правило, особенно у нас здесь на Вилюйском тракте, обычно ударяют морозы, да, слегка такие. -2 бывает, -1, даже до -7, по-моему, как-то было. Да, да. То есть надо понимать, что все-таки это теплолюбивые растения, те растения, которые растут, ну, в каких-то там экзотических странах с теплым климатом, где нет вечной мерзлоты вообще в природе, да. А у нас все-таки плодородный слой почвы, который прогревается примерно на 80 сантиметров, да, где-то? Ну да, видите, Ага. тут То еще есть, меня... дальше я идет почему лед цветы просто. поднял в короба, чтобы не на земле садить, чтобы немножко земля не так промерзала. Им было тепло. Да, потому да. что вот если на земле садить, вот для, допустим, ну, растений, моркови, для свеклы лучше, конечно, чтобы не было вот этих коробов. А для цветов вот как раз... Вот эти короба и необходимы, да. потому что они защищают наши цветы нежные, южных, так скажем так, южного происхождения, они защищают Не от так земля холода. промерзает совсем. А теперь мы подойдем к кустам шафрана. Так, вот это шафран у нас, а вот здесь вот табак. Посмотрите, какой он красивый. И, кстати, аромат чувствуется прямо вот аж здесь, вот по всему участку. Прям он захватывает этот аромат, и он здесь царствует. И как раз вот этот аромат дает эти чудесные, красивые цветы. Табак. Как космея, у него запах вообще, вот было бы солнце, вы бы вообще... Просто невероятный аромат. Ну, особенно по вечерам, да, он Да, как-то конечно. усиливается. Рано утром, когда солнце, и вот вечером. И весь участок просто во власти этого аромата. Дорогие друзья, вот посмотрите, можно выращивать вот таким образом этот табак. Расскажите немножечко, как вы его высаживаете, когда примерно, как вы за ним ухаживаете. Тоже так же вы высеиваете где-то в марте, да? Да, семенами? все это вот семенами таким, вот таким же образом. А ухода вот, ну, земля, вот для него, для табака, тоже, чтобы земля была не совсем жесткая, вот, Так. ну и, значит, такая средняя, значит, я сюда перегноя добавляю, допустим, всего, ну, 20%. Так, 80% будет земли, 20% будет процентов перегноя. запоминаем. Так. Вот. Потому чтобы она не сильно жирная была. Мгм. Вот. И опять-таки, цветы у нас не любят соленую почву, да, естественно. Да, конечно. А во время до цветения вот этого табака, примерно в какое время он цветет? До сих пор он, какие-то цветочки уже отцвели, Он, видите, а как, он, в какие-то принципе, еще он по погоде. только начинают цвести. Но он цветет до какого момента? В сентябре он еще цветет? Некоторые, некоторые, Некоторые цветут. да. А какую подкормку вы готовите для своих цветов? Чем вы их подкармливаете? Точно так же, как бы вот как свои помидоры, Совершенно огурцы? правильно. Никаких этих самых специальных сюда, значит, вот. Вот я зимой, когда в зиму, немножко суперфосфата беру. Немножко, чуть-чуть, вот так посыпал, чуть-чуть. Ну вот если вот такую горсть, да, грамм, допустим, значит, 50, вот это на вот эту грядочку. Всего. В зиму. В зиму? Да. То есть вы, это когда вы вносите вот эту Вот уже перекопал в сентябре месяце, уже в конце, перед этим. осенью? Да, уже все, совсем осенью. Да, когда вы закрываете дачный Все, сезон да, свой. да, и и вы- все, и оно это самое. А вот эти сами растения, куда вы их, где-то на огород или как? Там уже используете? все, я потом их складываю, и у меня же вот, идите, вот, о, самое главное не показал вам. У меня же 2 перегнойные, вот смотрите. Это ж вот еще я естественно делаю удобрение. Вот одна, смотрите, пожалуйста.
Мгм. Вот как вам удобно. Вот, видите? Посмотрите-ка, как здорово. Вот. То есть вот такой вы сделали ящик. Вот Ага. один, а вон второй. Мгм. И сколько он тут стоит, этот Вот перегной? смотрите, вот это через 2 года Мгм. Будет готово. изумительнейший, значит, вот перегной. Перегной? Мгм. Это уже почва готова, она, значит, уже сублимирована, а тут уже будут все, значит, удобрения, Микроэлементы. микроэлементы все будут, да. Мгм. Вот с этого, вот я в этом году взяли мы, вот, И вы сюда добавляете что? Всю ботву, все растения, да, ботву Ага. и периодической водичкой А поливаем и огурцы, все. и помидоры, все на свете здесь, да? Значит, вот, И через 2 года не-не. у вас получится да, вот Почва. капусту, значит, добавляя сюда. Вот видите то, что я вам говорил за капусту? Видите, что получилось-то? Мгм. Вот, и мне пришлось сюда это самое его. Мгм. И получается, перегной это сказка, а? Мгм, мгм. И вы добавляете это все в свою Конечно. почву. То есть вот 2 таких вот ящика. Да, вот. Оказывается, друзья, можно вот таким вот образом. Потому что некоторые у нас огородники ботву убирают, траву скашивают. Траву сюда можно добавлять? Нужно, Обязательно. нужно. То есть через 2 года у вас получится хороший перегной, который вы будете добавлять в почву. Только смотрите, и который щас будет я покажу, питать смотрите, я вот сейчас, почву. я взял, видите, лебеду, да? Так, Что я сделал? убрали семена. Я убрал семена и ее бросил. Да, это чтобы потом... Чтобы не давать, значит, перегноя, самой- когда будете использовать, да, чтобы не росла вот эта совершенно у правильно, нас. чтобы в почве не вырастали, значит, лебеда. Мгм, мгм. То есть у вас чистенькая затем Да. будет почва. Ну, я Но периодически поливаю ее кипятком, чтобы это самое. обезвредить что-то Да, как-то, да? да. Ну, чтобы ускорить процесс гниения. Мгм. А вы не добавляете никакой там какой-то химии, да? Вот Ничего некоторые абсолютно. используют, покупают в магазинах, чем-то поливают, ускорители Вот вот жаль, этих что я вот процессов. там, ну, я хотел показать вам эту почву уже готовую. Я сейчас попытаюсь. Ну, практически можно сказать, вот здесь вот вы, наверное, вот эту перегнойную почву сюда, да, недавно вносили. Ну, конечно. Так А нет. вы вот этот перегной в какое время вносите? Перед самыми посадками? В июне где-то, да? Уже так, она уже как почти готовая мне, значит, почва. Я сюда добавляю его. Перед тем, как накопать, вот сразу все, перед тем я ее добавляю сюда его, а потом через неделю начинаю перекапывать. Но он у меня готовый, видите, ну он очень активный, чтобы, значит, резкий рост не дать органическим, чтобы растение быстро начало, значит, ну, буйствовать-то, я ее перемешиваю с землей. Можно, в принципе, ее и просто посадить. Ну, растение будет сильно буйствовать, а вот этого просто, ну, чтобы она резкая была. То есть примерно так же вот вы сказали, вот этот перегной, это 20% перегноя, да? Да, Грядки, а все остальное это земля, Ну, это ну, земля, 80% земли. Да. Ну, то есть как бы для каждой любой грядки вы можете примерно так вот рассчитать. Ну, очень хороший совет по поводу того, как вы готовите сами для себя перегной, для своих растений. Да, потому что, видите как, детишкам самому не страшно, и детишки, вот он взял, я уверен, он пришел, морковочку вырвал, он ее помыл в водичке и кушает. И я знаю, что гарантию, и вы можете. То есть Всё- никаких абсолютно совершенно ненужных, лишних каких-то нитратов Сейчас. в ваших овощах, в ваших замечательных посадках нет. Сейчас, подождите, я сейчас Сейчас угощу. вы найдете вот морковь, щас- там я самую щ- крепкую и самую Сейчас, подождите. самую большую. Сейчас. Но она еще наливается. Да, И вы подожди, примерно подожди. когда начинаете сбор урожая? Где-то в сентябре, наверное, да? Да подождите, сейчас мы найдем. Сейчас. О, какая морковушка-то. Сейчас, секундочку. Подождите, сейчас. Какие прекрасные плоды. У меня морковка тоже растет, но она не такая шикарная, как у вас, потому что я огородник начинающий, можно сказать, чайник. Сейчас, И для меня многое то, что вы рассказываете, это, в общем-то, можно сказать, открытие вот этого замечательного мира садоводов, огородников. Так, Вот. сейчас мы Целая, посмотрите, охапка такой вот моркови. И это только Сейчас, секундочку. начало Вы у сейчас нас... попробуйте, пока на минутку. Начало у нас августа. Морковка, она еще должна налиться, и она нальется. Вот, и Сейчас получится я у нас... быстренько ее вам помою, вы попробуйте на моих глазах. Василий Матвеевич. Вот, Сейчас. друзья дорогие.
Такая замечательная дача. Посмотрите, как устроил Василий Матвеевич у себя огород. Посмотрите, вся Дом территория поставил тоже сам. поставлена, да, вся как бы засажена, скажем так, вот, ну, построены грядки. Грядки, которые у нас под цветами, они имеют немножко расстояние от земли, потому что наш герой очень научился, скажем так, выращивать эти цветы, приноровился к нашему климату и как-то их адаптировал, чтобы они успели за наше короткое лето дать такие прекрасные плоды, скажем так, вот это вот цветение, буйное цветение. Но табак, оказывается, вот я для себя открыла вот это вот, ну, я не знаю, для кого-то, для бывалых огородников, конечно, это не открытие, но а для меня сегодня это было, ну, просто вот открытие. Оказывается, такое замечательное, такое простое растение, как табак, да, оно дает прекрасный аромат. И весь этот вот аромат, он прям захватил всю дачу. И это очень чудесно, здорово. Поэтому, дорогие друзья, берите на вооружение и сажайте вот такие вот замечательные, милые, красивые цветы. Табак, посмотрите, он прям вот, ну, практически с мой рост. И очень красивый, украшает дачный участок, делает его нарядным, поднимает настроение. Ну а что же еще нужно нам, огородникам? Конечно же, ради вот этой красоты огородники и высаживают по 500 кустиков таких вот растений. Ну и еще, спасибо большущее! Посмотрите, Вы вот наш попробуйте, на герой вкус вымыл вот какая эту она. морковочку. Это с такой гордостью он нам вот Попробуйте на сегодня нас вкус. угощает нашу программу. Огромное спасибо за старание, за его труд. И это действительно, ну, ради этого можно трудиться в поту на нашем огороде, вот именно ради вот такого вот вида и ради такого вкуса. Вот вы попробуйте. Вот, Паша, попробуйте. Так, Паша, давай-ка попробуй. Это не магазинские. Похрусти морковушкой. Дорогие друзья, в центре участка наши герои, наши хозяева этой замечательной дачи, посадили петунию и герань. Ну, немножко в двух словах. Ваши секреты выращивания этих цветов. За ними, конечно, петунии, они очень неприхотливы. И многие садоводы их очень-очень любят. То есть посадили и забыли. Ну, главное их поливать, да? А вот герань, она требует к себе какого-то другого подхода. Самое главное, чтобы следить, чтобы она не пересыхала. Вовремя Это поливать самое её. главное. Это самое главное. Чтобы не это самое. Да, чтобы растение чувствовало себя достаточно комфортным, Да. нужен, ну, просто вот полив какой-то. А чем-то вы Особенно еще... бархатная, вот которая она вот ей особенно, вот которая вот бархатная, за нее особенно, вот, чтобы она постоянно была влажная. А примерно в какое время вы поливаете? Ну, вечером сколько? вообще-то приливаем. Каждый её. день поливаете? Да. Обязательно Ну, сейчас каждый день. дожди, потому что вот. Сейчас пока вы этим не занимаетесь. Да, вот слава богу, значит, тут. А вот такое замечательное растение у нас посажено вот здесь. Вот оно стоит как бы на таком вот возвышении. Да, гелиматрол. Как называется? Гелиматрол. Гелиматрол. Да. Очень красивое растение. Скажите, пожалуйста, когда оно начало цвести? Цвести начало уж 2 недели назад. И будет вот цвести буквально до конца, Вот видимо. мы его первый раз посадили. Мы теперь не знаем, как оно. Ну, говорят, что будет цвести очень долго, до поздней осени. Ну, аромата такого какого-то я не ощущаю, но Да, он красота бутон, он красивый, когда он вот очень, бутоном да, вот так красивый. распускается. Но смотрится сегодня немножко красиво. пасмурная погода, видимо, и немножечко бутона, они Да, вот так вот как они подзакрылись. скукоженные такие чуть-чуть, потому что это. А когда, ну, похоже на сирень, знаете, вот прям Да, вот в гроздья. том-то дело, что они похожи на Очень сирень, правильно вы красивое говорите. растение, оказывается, вот посмотрите, оно растет вот, ну, такими большими какими-то такими шапочками, вот, и издалека оно просто вот Оно чудесным как сирень, образом, поэтому я говорю, да, что вот. выглядит просто шикарно. 2 куста посадили таких цветов наши герои, и это в первый раз. И если понравится, видимо, вы соберете семена, наверняка Да, сами, конечно. да? И на следующий год, конечно же, этот цветок снова займет свое почетное место во главе вот этой шикарной клумбы.
Следующие цветочки, это, я знаю, дельфиниум. Да-да. Как вы ухаживаете за этим дельфиниумом? Расскажите, А вот пожалуйста. это у нас называется дикая грядка. Так, здесь Вот у на вас... ней растет саранка, дельфиниум, ромашка. Это Ну. специально сделали, как будто попали в дикую природу. Вот, все, вот так, как она есть. Ну, сорняки пытаемся немножко убирать, чтобы это самое. А специально дикая грядка. Она когда вот Но в середине лета саранка, это когда просто... начинается, это вообще сказка. Вот этот еще дельфиниум еще не расцвел, сараночка цветет. Ну, дикая такая, кусочек дикой природы. Специально сделано. То есть дельфиниум, посмотрите, какой высоты. И наши герои все сделали грамотно, ну, как вот советуют ландшафтные дизайнеры. Дельфиниум у нас стоит в центре. Чуть подальше у нас сараночка пониже, да, она все-таки растет. Да. Ну, саранку мы, увы, к сожалению, не застали, Да, она уже ну, потому отцвела. что это... Ну, вы представляете, ведь это наш национальный, замечательный, прекрасный Ой, саранки цветок. красивые, они вот такой высоты, вот там их подрезаю, потому что это... Мгм. Вот. И собираете вот этот материал, или они вот сами вот растут, вот эти Вот всё, многолетники? это дикая, вот специально она вот сделана так. Именно многолетники. То Да. есть, друзья дорогие, можно таким же образом пойти по такому же методу у себя где-то в центре участка, на самом солнечном месте, устроить вот такой вот Кусочек дикой природы. Да, кусочек именно многолетников. Наших многолетников, которые без особого, скажем так, приложения, скажем так, прилагания усилий, они могут у нас расти, Дают радовать красоту, конечно. наш глаз, да, и создают неповторимый, замечательный такой вот, ну скажем, вид для нашей дачи, для нашего сада, огорода. Следующие цветы, вот здесь у нас растут, это кто? А вот это вот новое как-то... Вы забыли, это Да. надо супругу, Это да? супругу ее, Ладно, да. хорошо, сегодня супруга у нас на работе, поэтому Вот мы щас как к бы... А ипомее сейчас мы подходим. подойдем вот к этому прекрасному, Да. чудесному растению. Посмотрите, как можно украсить веранду. Да. Веранда вьющимися растениями, как это растение называется? Называется ипомея. Ипомея. Вот в центре, а вот слева и справа женский виноград. Женский виноград. Но они успеют зацвести или они уже... Нет, я вот гляжу, они еще Вы знаете, идут вверх, вот... подрезать их не нужно. Не, я специально для того, чтобы они делают такую настоящую зеленую завесу, чтобы когда от жары они веранду закрывают. Да, и создают полностью. тень. Да. И создают тень. И вообще ощущение такое, что ты находишься где-то, ну, где-то на, я не знаю, на Черноморском побережье. То есть очень красивая такая живая зеленая изгородь. Она создается благодаря вот таким вот вьющимся растениям. А каков уход за ними? Все-таки в первую очередь ведь ухаживаете вы. Да, ну, в общем-то, посадил, и вот поливаю. Все. Вот неприхотливая. Чем она ценна, она неприхотливая. А высаживаете саженцы примерно тоже в марте где-то, Да, все то же Всё в самое. марте. Да. Дорогие друзья, сегодня мы поговорили про цветы, о их способности украсить невероятным способом наш дачный участок. Начиная вот от неприхотливых петуний, там, допустим, герани, и заканчивая вот такими вот экзотическими вьюнами. Друзья дорогие, пробуйте, украшайте свои участки, радуйтесь сами, радуйте своих друзей, родных. Пробуем.